Триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас долучилися. І впродовж наступних 40 хвилин будемо говорити з гостем нашої студії. Станом на цю годину це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Ахтем Ага, я вас вітаю і дякую, що ви прийшли, знайшли час. І крім того, я переконана, що, можливо, у когось з наших глядачів будуть до вас теж запитання, тому я хочу нагадати, що працює телефонна лінія до нашої студії. Ви можете телефонувати за номером, який зараз бачите на своїх екранах. Це 073 419 41 58. Ахтем Ага, хочу почати з того, вже ми мали таку коротку розмову безпосередньо перед ефіром, кілька хвилин. І, власне, хочу запитати, в чому змінилося ваше життя після того, коли ви стали знову вільною людиною? Тобто ви були вільною людиною, пізніше ви були незаконно засудженим досить тривалий час, і тепер ви знову на волі. По-перше, я не знаю, яке це вже у вас за ліком інтерв'ю, напевно, вже пішло на десятки. Про вас вже знає вся Україна. Якщо раніше ви були відомим в Криму за рахунок своєї політичної, депутатської діяльності, тепер ви відомі на всій Україні, на території всієї України і у світі. Що змінилося? Чи побільшало відповідальності, можливо, і більше викликів у вашому житті з'явилося? Мое вызволение происходило такой вот спецоперацией, да, оно, естественно, очень сильно повлияло на мое отношение вот в тюрьме и после. Я все-таки, и когда сидел, писал, я всегда ассоциировал себя с Крымом. Я готов был сидеть еще годы, но единственное меня вот, понимаете, у меня были опасения, что я готов был сидеть эти 8 лет, там 10 лет, но главное, чтобы оно находилось, чтобы я находился на территории Крыма. Там есть колонии, там Симферопольская, там Керченская. Я понимал, что меня там не оставят, и вот я сознавал, что это меня больше гнетет, что меня вывезут в Россию, и я буду оторван. Кому-то я из журналистов АТР тогда пошутил, сказал, что у меня, вам тяжелее, чем мне. Я хоть и в тюрьме, но дышу воздухом своей родины. Вот сейчас это все больше меня, если говорить откровенно, это меня больше еще гнетет. Те, що ви зараз у Києві? Не то, что я в Киеве, а то, что я оторван от своей родины, и я не смог, понимаете, я не смог пойти. Я уже говорил, мне часто сон снился, что я выхожу и гуляю по Бахчисараю в костюме. Но сейчас я здесь, в Киеве, я пытаюсь быть максимально полезным для тех моих соотечественников, которые в Крыму. Я сегодня супруге сказал, слушай, какое сегодня число? И я посчитал, я всего еще даже 2 месяцев нету, как я вышел. И, честно говоря, еще не было даже времени там нормально с семьей побыть. И пусть я готов день и ночь, куда надо ездить, говорить, встречаться. Главное, чтобы это хотя бы минимальную пользу приносило людям, которые живут в Крыму. Я их, когда они приезжают, и вижу, и вот на события, памятные даты Хурултая, нам с Умеровым очень тяжело это, вот, находиться вне Родины. Но при этом я расцениваю сегодняшнюю свою жизнь здесь как новый, вот, другой этап борьбы. И очень надеюсь, что мои действия помогут Украине, помогут моим соотечественникам в Крыму. Пока не вернется Крым,
свободы мне также не видать. І, власне, те, про що ви зараз говорите, це було моє те друге запитання, яке я хотіла поставити, про оцей другий етап випробування. Перший етап – це випробування неволею, коли ти незаконно засуджений, і коли ти, перебуваючи, умовно кажучи, в СІЗО, чи вже будучи у в'язниці, ти не можеш бути настільки корисним своєму народові, як би ти міг бути на волі. А другий етап випробування починається тоді, коли людина вже знову стає вільною. І це знову нові виклики. І, власне, я так розумію, що для вас це випробування, яке зараз, воно ще навіть важче, аніж те, яке ви відчували, будучи незаконно ув'язненим. Я когда сидел, я думал о том, что я, понимаете, я исходил из того в своих действиях, чтобы людям не стыдно было за члена Меджлиса, которого они выбирали. Я думал о том, что я тогда практически один сидел, Сенцова уже этапировали. И я как бы вот все связанное с Украиной, оно ассоциировалось, сходилось ко мне в этой тюрьме. И среди зэков, и среди работников, и ФСБ, и так далее, да. И вот я все время нес такую, как бы, скажем, відповідальність, что нужно ко всему готовиться и с достоинством пройти этот путь. Поэтому сегодня, находясь здесь, в Киеве, я тоже все время готовлюсь к тому, чтобы достойно продолжить этот второй этап. Каких-то, понимаете, в понимании, сравнении, там, говорят, какая-то реабилитация, говорят, что там необходимы какие-то, не знаю, адаптация, что-то такое. Я не думаю, что у меня есть с этим сложности. Я, в принципе, общую картину всегда представлял, что какие процессы проходят в Украине и в мире. Спасибо адвокатам, жене, они мне все время с интернета приносили все эти выкладки. Другое дело, что хочется гораздо больше. Хочется, чтобы быстрее это произошло. Хочется, чтобы я мог с другими моими соотечественниками с Киева приехать домой, и вот тогда обретешь покой, вот тогда равновесие в себе найдешь. Этого, конечно, сейчас не хватает. Не можешь думать в привычном понимании человека о каком-то отдыхе, о каком-то удовлетворении, что ли. Это, конечно, определяет твое мышление, действие. Але все ж таки погодьтеся, що вам, напевно, рівноваги таки додало те, що двоє ваших синів, які тоді, коли ви вже знову стали вільною людиною, коли ви потрапили на територію материкової України, вони залишалися ще там в Криму, а тепер вони разом з вами. Молодший син і старший син. І тривалий час вас не було поруч з ними, і, напевно, щось змінилося. Вони змінилися за ці роки, ви змінилися, вони стежили за іншим татом, якого вони не бачили, бо тато в ув'язненні, він був іншим, аніж той, який був до того. Які у вас зараз стосунки? Що в цьому сенсі варто надолужувати, окрім активної політичної і громадської діяльності? У меня старший сын передачки возил. Дети на суды ходили. Но я никогда не забуду слова отца. Когда я ему стал говорить, что я переживаю за них и за детей, он мне сказал, что если ты достойно воспитал своих детей, то они достойно этот путь пройдут. И я их когда увидел, я понял, что они изменились, повзрослели. Вот когда мы раньше книжки читали, там,
что какие-то особые там война, да, вот, она детей быстрее взрослеет, когда дети там остаются без родителей, без отца, они быстрее взрослеют, да. Я, конечно, в них это увидел. Они повзрослели. Ну, уже там по голове их не погладишь, взрослые. Но при этом, конечно же, я стараюсь к ним относиться уже как ко взрослым. Я увидел, что старший сын у меня научился, вот сейчас мне как бы немножко, он привык 3 года быть самостоятельным, потому что меня не было, ему надо было зарабатывать деньги. І еще. головою сім'ї, А? виконувачем обов'язків голови сім'ї. Так. И он, значит, еще и за мамой смотрел, и еще мне успевал приехать помогать. Младший сын, он, конечно же, рос, как раз вот это вот, как говорят, такое время, да, когда отец и у того, и другого, отец необходим был. И, ну, сложно, конечно, об этом говорить, но я, конечно, счастлив. Я очень переживал, когда их вывозили, потому что старший был призывного возраста. Я, сидя в тюрьме, беспокоился, что скоро он может оказаться со мной, ну, в этой же тюрьме, потому что, естественно, он бы в армию не пошел, если бы его призвали. Но власть, видимо, оккупанты, видимо, как бы были слишком мной заняты. И я очень переживал, когда он будет границу переходить, чтобы его, вот, чтобы мне отомстить, чтобы не причинили какой-то вред членам моей семьи. Сейчас старший в университет пошел, младший сейчас пересдает аттестацию, пойдет в школу, в колледж. И, конечно, заботы есть вот такие уже, семейные заботы, когда и мне непривычно, если честно, я тоже за 3 года, вот, для некоторых вещей 3 года это достаточный срок. І я так розумію, власне, і для безпеки насамперед своєї сім'ї, бо у вас ще залишилася частина вашої родини там, на окупованій, Да, на анексованій території. 2 дочки у меня там, 4 внуков, которые иногда мы созваниваемся, и я жду, когда их хотя бы на эту территорию, вот сейчас холода пройдут, и хотя бы вот за 3 года сумею их после 3 лет хотя бы обнять. Удивительно, у меня отец так, он всегда был таким образцом мужества для меня, да. Он приехал и ночь со мной побыл, и я говорю: отец, останься, я тебя больше 3 года не видел, побудь со мной. Он говорит: ты здесь свою роль выполняй, а мне надо там свою роль выполнить. И он на следующий день уехал. И вот мы с ним перезваниваемся, потому что все люди к нему приходят, и с ним вот как бы, он говорит: я центр там. Вот так вот у нас. Ну, туди ви поїхати не можете, бо ви не знаєте, що буде, якщо ви, власне, цю адмінмежу спробуєте перетнути. І, власне, я так розумію, для того, аби знати, що може бути, і розуміти, що відбуватиметься, бо, зрештою, я так, ну, ваша перша мета, як на мене, поїхати туди, на територію анексованої території, і, насамперед, зрештою, побути на могилі матері. Так. І, власне, я так розумію, задля цього ви позиватиметеся до адміністрації президента Путіна, аби розсекретили документи про ваше помилування, яких ви досі не бачили, аби розуміти, в якому ви статусі і чи можете ви поїхати додому, чи насправді не можете. Чи вже, власне, ці документи ви підготували до суду? Микола Полозов, наскільки я знаю, буде вести цей процес у суді. Що в цьому сенсі, на цьому етапі відбувається? Я, да, и Умеров тоже, мы преследуем цель, чтобы государство, то есть Путин, всему миру объяснил, что с нами произошло, за что нас депортировали. У меня на руках справка об освобождении, где четко написано, что я
сопровождаюсь домой в Бахчисарай. А меня в скрытой машине вывезли и отправили в Турцию. Умерова вообще он осужден, но находясь дома, ему не дали документа, что он, то есть что он отбыл вернее, снялось наказание с него или что. То есть фактически, ну, учитывая, с кем мы имеем дело, с этим государством бандитов, он фактически в бегах, по большому счету. И мы этот процесс сейчас, основная цель его, показать всему миру, как поступает государство, которое себя пытается позиционировать каким-то там правовым государством. Вот вы говорите, что там мы домой. Не, мы можем поехать, и вариант в принципе известен. Либо убьют, пропустят, либо посадят. Другого нету варианта. Найдут за что там, как некоторые говорят, что я там уже наговорил на много статей, а я что говорю? Я говорю ту правду, которая там происходит. То есть я абсолютно не боюсь за правду еще раз сесть. Меня не это тревожит. Просто сейчас я стараюсь принести пользу здесь больше, и у меров тоже. Но мы непременно, затеяв этот процесс, будем предпринимать необходимые меры, чтобы ми вернулись на родину. Але позову до суду ще ви не подали, наскільки я розумію. Мы так с Николаем, с адвокатом переговорили, там конец года, и там масса каких-то вот процессуальных проблем. Это надо там подать, его зарегистрировать, а это, скорее всего, уже перейдет на следующий год. Вот такие вот технічні моменти. Я зрозуміла. Но ми це будемо робити. І я так розумію, що ви досі не маєте, тобто вже з часу вашого, ну скажімо, депортації, помилування, звільнення, можна по-різному це називати, пройшло не 2 місяці, але це вже досить тривалий час. І про це дуже багато говорили в пресі, і ви багато говорили у своїх інтерв'ю, і Рефат Чубаров про це говорив багато, і Мустафа Джемілєв. У вас є зараз чітке розуміння причини, чому Путін на це пішов? Зіграла тут ключову роль, скажімо, особистість самого президента Туреччини Ердогана? Чи, можливо, це, власне, була мета обміняти вас на 2, як сказав це Мустафа Джемілєв, 2 бандитів, які, власне, вбили людину? Чи, можливо, були ще якісь інші причини? Для вас є відповідь на це запитання? Я думаю, что пока официальной точки зрения турецкого руководства не будет, все остальное будет как свое видение ситуации. Я ее вижу так. Вот если, разговаривая с президентом, я уже говорил, что он сказал, что никого ни о чем не просил. И сказал, что надо освободить Чигоза и Умерова, и нас привезли в Турцию. А с нами еще один был бизнесмен, который был освобожден, который провел 3 месяца в СИЗО в Москве. Может быть, с ним что-то связано. Потому что, как мы мало общались, но я понял, что это достаточно крупный бизнесмен был. Поэтому, обычно не скрывают такие вещи. И Путин легко к этому относится и говорит, что там поменял кого-то на кого-то. И то государство, которое меняло тоже. Почему-то же там, когда освобождали, меняли Афанасьева с кем-то, никто же не скрывал этого. Официально и та, и другая сторона это сказали. Думаю, что, может быть, поэтому говорю, что сейчас пока какой-то официальной точки зрения не будет, все это домыслы. Для меня, например, вопрос открытый. А для вас важливо знати відповідь на це запитання. Що це було? Чому ви отримали, скажімо, незаконно ви отримали свободу? Бо, зрештою, у вас не мали права її забирати, але, зрештою, ви отримали свободу. Для вас важливо знати, чому, в обмін на що? І якими пізніше, скажімо, після цього можуть бути наслідки, якщо, скажімо, це відбулися торги,
і Росія в обмін на вас, скажімо, попросила щось інше, якщо, скажімо, не цих двох бандитів, так? Для вас це важливо? Вы знаете, ну, конечно, для меня очень интересно выяснить все-таки причину, узнать причину того, что Путин пошел вот на такой прецедент, потому что все эти почти 3 года местные все коллаборанты со стервенением они меня, значит, упекли, а потом еще и следили и прессовали с таким особым остервенением, да. И мы видели, что из этих лап меня не вырвут. Это было, вот я жил с такой мыслью, например, сидел в тюрьме. Вот. И к этому я понимал, что пока он не уйдет с должности, сил у кого-то меня оттуда вытащить не хватит. Вот я спокойно осознавал это. И вот что, интересно, побудило Путина принять такое личное решение, потому что, опять-таки подчеркиваю, и ФСБ, и вы знаете реакцию Аксенова. Я не сомневаюсь, что там и Константинов, и Кавитиди, и Цеков, все, кто представлены от Крыма, просто в бешенстве были от такого решения. А вот что побудило? Ну, о гуманности вообще мы убираем это в сторону. Априори. У бандитов гуманности не бывает. Женщин, детей убивающие люди, дающие приказы их убивать, ну, не может там жизнь Чигоза составлять какой-то ценности. Тут скорее либо каким-то образом под давлением, уже не находя выхода, а у Путина сейчас такое состояние, он все агрессивнее, потому что его в угол загнали, и он решил просто избавиться, так сказать, выслать и снять с повестки дня как бы этот вопрос по Чигозу и Умерову, потому что резонанс чувствовался, был большой. Но я тут скажу, моя позиция была такая, что вот, понимаете, вот амнистию я бы никогда не согласился, это все-таки надо, то есть тебя, там, ты сознаешь свою вину и тебя прощают. Условно-досрочное мне бы не светило, потому что я там должен написать, что я прошу, меня осознаю и так далее. Я бы этого не стал делать. Но оправдать, естественно, никто не оправдал, и там никакой суд. Помилование я бы на это тоже никогда не согласился. Обмен, я Мустафа сказал, что я не смогу морально, вот, зная, что эти любые здесь, которые задержаны, это фактически люди, у которых кровь есть на руках. Таких политических заключенных, как я, со стороны этих бандитов нету, которые были бы мирно бы политическую борьбу вели, и их Украина посадила. Да, таких здесь нет. Поэтому я сказал, что я морально не готов, чтобы меня обменяли на каких-то вот бандитов, которые убивали в Украине людей. Поэтому тут вариантов у меня не было, как бы сидеть до конца. Вот, конечно, мне теперь интересно, что же побудило его пойти на такой шаг. Потому что мне предлагали ФСБшники подписать документ о помиловании. Я сказал, вы что? Я даже эмоций не проявлял. Я сказал, такі гнусності я мог раніше підписати і вийти. Ми маємо дзвінок від глядача. Послухаємо, хто до нас телефонує і з якою метою. Доброго вечора, вітаємо вас. Отож, хто ви, звідки? І якщо у вас є запитання, будь ласка, поставте його. Алло, добрый вечер. Меня зовут Амина, я с Херсонской области. Хотела бы задать Ахтем-ага вопрос. Ахтем-ага, скажите, пожалуйста, вот поступила такая информация, что оккупационная власть в Крыму лихорадочно ищет альтернативу Меджлису крымско-татарского народа, созвав фейковый Курултай. Насколько вероятность участия наших соотечественников в данном мероприятии и возможность оккупантам достичь своей цели? Спасибо большое за ответ. Селям алейкум, сау болun. Ну,
Я вам так скажу, эти попытки принимались сразу после депортации Мустафа Ага и Рифата Чубарова. И после того, как меня, например, посадили, это как бы должно было явиться стимулом для других членов Меджлиса, значит, перейти на сторону коллаборантов. Не вышло. Не вышло, я просто убежден, потому что большинство народа, оно не приемлет оккупантов. Почему у них это и не срастается? Почему они применяют этот террор? Да потому что народ не приемлет. И вот сегодня выйти там, допустим, сказать, мы создадим новый меджлис, там, проведем выборы в Хурултай, ну, нам какую-то картинку покажут, как некоторые коллаборанты там с каким-то группой придут, какие-то там бюллетени, может быть, что-то кинут, но уже и весь мир знает, что если бы народ, как народ, воспринял бы оккупационную власть, то в чем была бы необходимость каждый день пачками крымских татар сажать, арестовывать, штрафовать и сажать в тюрьмы? Это абсурд, и я думаю, что это прекрасно понимают и оккупационные власти. Тут, скорее всего, спекулировать на этом захотят. Но конечно, и многое зависит в данном случае от позиции мирового сообщества, в частности Украины, и нас, которые сегодня здесь вынужденно, находясь, продолжаем работать. И вот я вам скажу так, мне тоже предлагали сложить свои полномочия и идти домой. Даже сидя в таких условиях, я такую цену не готов был платить. Вот пренебречь доверием моего народа, то, что они меня избрали, даже находясь в тех жутких условиях, я не готов был. И вот так думают большинство наших соотечественников. І, власне, в цьому контексті ви дві важливі речі сказали. Та ви згадали терор, який зараз відбувається на анексованій території. Згадаємо вчорашній день, коли відбулося більше 70 чи навіть 80 судових засідань у справах затриманих активістів, яких звинуватили, власне, у проведенні одиночних пікетів, але незаконна влада побачила у цьому насправді не одиночні пікети, а масову акцію, бо всі ці пікети одиночні, вони були начебто поєднані спільною метою і так далі. І, власне, повиписували величезну кількість штрафів. В більшості 65, власне, цих заарештованих активістів, вони тепер повинні ці штрафи сплатити. Кримськотатарський народ гуртується і збирає гроші на ці штрафи. І ще близько 15 засідань перенесли. Тобто вони відбудуться найближчими днями. Це якщо говорити про терор. І друге, що ви сказали, важлива реакція міжнародної спільноти. Це день сьогоднішній, так? Тобто одразу, власне, після того, що відбувалося вчора, день сьогоднішній, коли відбувається важлива річ, Генеральна асамблея ООН має проголосувати резолюцію України щодо прав людини в Криму. Я попрошу, власне, вас це прокоментувати та співвідношення вчорашнього дня і сьогоднішнього цих подій, але маємо ще один дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Хто ви, звідки? Представтеся і ваше запитання, будь ласка. Добрый вечер. Я очень восхищаюсь Ахтемом Чийгозом и очень желаю ему здоровья и всего, чтобы и мы большую надежду на него возлагаем, что он поможет нам вытащить всех остальных политзаключенных и крымских татар, и наших территорий Украины, этой нашей, на которой мы находимся. Я мама Панова Евгения. Я ему очень-очень желаю здоровья. Спасибо, Евгений. Я видел вашего сына, все будет у вас хорошо. Да, конечно, это, понимаете, вот
я пока сидел там, которые прибывали, наши соотечественники и граждане Украины и других национальностей, и уже просидев практически 2 года, у меня была возможность с ними общаться. А в тюрьме самое главное – это вот иметь возможность какой-то поддержки друг другу. И вот я поэтому говорил, что я не мог, я ни день не сидел как Ахтем Чигос, я сидел как Меджлис, так и называли. Вот там проверяющие приезжали с Москвы, меня представляли, вот Меджлис сидит. Там деловые, значит, по иерархии в тюрьме, там смотрящие тоже меня как Меджлис воспринимали. И поэтому чем я мог, как бы поддерживал. Я единственное, что обращался ко всем нашим заключенным гражданам Украины и говорил, мы не имеем права, когда за нами народ, когда за нами государство, мы не имеем права опозорить, потому что это война. И от того, как мы сидим, как мы себя ведем, очень важно, каково общество и каково твое государство. По нам будут оценивать, каков народ. И вот я думаю, что мы многие достойно это бремя несли. Тут ви цікаву фразу сказали. Я хотіла би для себе уточнити один сенс. Ви кажете, як ми сидим, це дуже важливо. В процесі звільнення наскільки залежить те, наскільки гідно ти сидиш, як ви сказали, наскільки це впливає на те, наскільки в тебе є шанси звільнення, якомога швидшого звільнення? Чи насправді ці речі між собою не пов'язані? Вы знаете, можно подписать какие-то гнусности и получить вместо 8 лет, там, 4-5 лет, да? Я всегда говорил так, я и супруге своей объяснял, что вот свобода, это когда вот ты вышел за двери, да, и она сразу тебя захватила, сразу. И вот тут вот какой ценой ты вышел, что ты людям скажешь? Или ты просто, сделав какую-то подлость, думаешь, что спрячешься там где-то в своем уголке и будешь сидеть? Не получится. Есть дети, есть родственники, есть общество. Поэтому очень важно, какой ценой ты получил эту свободу. Если ты ее пусть дольше, но ты достойно прошел этот путь, то ты с людьми разговариваешь глаза в глаза открыто. Но это еще и очень важно в тюрьме, когда тебя ФСБшники прессуют, полицейские прессуют, когда к тебе зэки другие смотрят, как ты себя ведешь. Ведь война идет между Россией и Украиной. И война на всех фронтах, и в спорте, и в тюрьме, и в политике, везде война. Так вот, ты на своем фронте находишься, это твой фронт. И когда, например, мне с таким сарказмом говорили, вот там твой президент, я говорил, да, мой президент. Вот ты стал народным героем Украины, там, с сарказмом при присутствии многих заключенных. А я об этом не знал, я узнал уже после вот этих рождественских праздников, когда меня вывели на этапе, мне об этом полицейский с сарказмом говорит, я ответил, что если я крымский татарин, и украинский народ посчитал, что я являюсь его народным героем, для меня это высокая честь. Вот эти слова, например, сразу заткнули всех этих полицейских. А зэки с уважением стали относиться. То есть это твой фронт. Ты должен там сидеть так, чтобы не стыдно было твоему народу, твоему государству за то, что ты на своем фронте свою борьбу ведешь. И я считаю, что я выиграл эту борьбу. И я считаю, что которые там сидят сейчас наши ребята, граждане Украины, они достойно сидят, и они выиграют эту борьбу. Я даже не сомневаюсь в этом. И Сенцов выиграет эту борьбу. Понимаете? А тот, который проявил слабину, подписал, общество даст свою оценку. Что, чтобы меньше просидеть, что думая о своей шкуре, там что-то какие-то это не считается. Считается вот это.
Ахтемага, маємо дзвінок з дому, з вашої малої батьківщини, з Криму. Нам телефонують. Доброго вечора, вітаємо вас. Хто ви, власне, звідки і які у вас запитання або просто побажання? Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу большой привет передать Чайхозу Ахтемовичу. Дай Бог ему здоровья. Мы депортированы, я депортирована с Севастополя. Вот. Я очень хочу, чтобы я дожила. Мы здесь пенсионеры ждем его, не дождемся. Дай Бог здоровья, чтобы я дожила за этой минуты, чтобы он приехал. Ось такий маємо дзвінок, і знаєте, це вже третій дзвінок, і третій дуже емоційний дзвінок. Люди телефонують, і, власне, те, про що ви кажете, що ви виграли цю боротьбу, це, власне, є доказ того, що ви справді її виграли. Ваш народ, за який ви боролися, будучи майже 3 роки в тюрмі, ваш народ, він це оцінив. І він вам вірить, і він вам довіряє. Я поклялся в тюрьме, что меня они на колени не поставят. И я здесь тоже, находясь в Украине, я убежден, что мы выиграем эту войну. Я просто в этом убежден. І зовсім коротко, маємо буквально 3 хвилини. Я би хотіла обговорити ще долю інших політв'язнів, зокрема і тих, які гідно теж сидять, як ви висловилися. Олег Сенцов, один з таких показових політв'язнів. Балуха. Власне, і ви говорили, і Ільмій Умеров теж згадував, що під час розмови з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом йшлося знову ж таки про Олега Сенцова і про можливу перспективу його звільнення або ж обміну. Щось в тому напрямку. Можете більше розповісти? Чи справді є така перспектива? Не могу. Есть вещи, которые там не потому что это не мои действия. Но то, что я и Эрдогану с Умеровым там стояли первым, мы сказали о том, что нужно освободить Сенцова, это символичность. Наше освобождение тоже было символично. Я думаю, что это произойдет. Может быть, сейчас, не сейчас, но вообще я считаю, что чем больше мы говорим об этих ребятах, тем им легче там. Поверьте мне, я вам говорю, как вот сам, который сидел. Я иногда, когда мне эти письма читали или передавали от Украины, от украинцев, пожелания, мне легче было сидеть, и я готов был сидеть, но, говорю же, вот бороться, так же и там они. Я когда к Балухе зашел к нему и сказал, как ты? Он сказал, Ахтемага, я до конца. Понимаете? И там и другие, которые, или наши молодые ребята, которые, я говорил им, ребята, мы не имеем права по-другому себя вести. Тюрьма – это вот то место, где мы должны показать, что мы и это пройдем. Там ребята на Востоке с оружием в руках рискуют своей жизнью. Мы здесь должны показать достойно себя. И я поэтому сказал, что мы выиграем эту войну. Мы там ее выиграли, уже выиграли. Потому что это сплотило народ. Это граждан Украины объединило туда. Они уже знают, куда приходить. Потому что некоторые политические силы и лидеры просто уехали с Крыма. И граждане Украины, они сейчас либо через отца Климента, либо через наши процессы потихоньку объединяются. Ахтемага, я вам дякую за вашу позицію і, власне, за цей приклад незламної волі, який ви продемонстрували. І я вам дякую за цю розмову. Я дякую за щирість і за відвертість. Ця розмова була дуже важливою для мене. Я думаю, для всіх наших глядачів і вам, наші глядачі. Я дякую, що ви були поруч з нами під час цієї розмови. Залишайтеся з АТR і надалі, бо далі багато цікавого.